Как со снегом бороться? Молча как. Ощущается, что зима-то? Ощущается. О вечерней непогоде сегодня утром напоминали лишь вновь подросшие сугробы и запорошенные тротуары и дороги. На расчистку снега вот так, наперевес с лопаты вышли практически все. Коммунальная техника также с утра включилась в работу. Собранный снег вывозится за пределы города. Бригады ручной уборки расчищают остановочные комплексы и пешеходные переходы. Не остаются без внимания и крыши многоквартирных домов. Из-за постоянных снегопадов и метелей снежные шапки на них образуются практически ежедневно. Бригада 2-го эксплуатационного участка занимается очисткой кровли от снега при острой необходимости даже в выходные дни. В первую очередь мы обеспечиваем безопасность передвижения людей, подчеркивает в разговоре техник-смотритель 2-го участка Наталья Пуркина. Ведь в стране известно немало случаев, когда сход с крыш с ледяной или снежной глыбы заканчивался летальным исходом. Каждый день, утром и вечером, после обеда делаем обходы по балконам, по крышам. И опасные участки ограждаем сигнальными лентами, если не успеваем чистить, но стараемся, конечно, почистить с вышки. Жильцы, особенно 5-х этажей, мы им разнесли предписание, что это их ответственность, на них ложится очистка козырьков балконных, они должны следить. А так, если не могут же иногда почистить, не получается или как-то. В основном чистим мы с вышки. В неделю, может быть, 2 раза вышку дают. Но успеваем. Скинутый с крыш снег на тротуары и отмостки затем убирает бригада ручной уборки. Работа огромная, тем более, что ее результат в одночасье погода может свести на нет, и все придется делать заново. Но трудность очистки крыш состоит еще и в том, что многие горожане не придают этому должного значения, оставляя возле домов, на кровле которых имеются ледяные наросты или снежные шапки, транспортные средства и коляски. Сейчас хотели почистить Цеткин-2, не можем подъехать, потому что машина стоит, и хозяев не можем найти. И сигнализацию вроде пробовали, а шапка висит над машиной. Когда ставят машины, не смотрят наверх. Такая ледяная глыба висит, и стоит машина. Мы огородили, вот теперь огороженная стоит. Вот владельцам автомобилей просьба, чтобы не ставили в неположенных местах машины. Только на 2-м участке в обслуживании находится 104 многоквартирных дома. За один день убрать все крыши нет возможности, а потому сибайцам необходимо быть чуточку внимательней и при особо опасной ситуации обращаться к коммунальщикам, чтобы не пришлось впоследствии пожинать плоды прежде всего своей невнимательности. Елена Афанасьева, Радмир Исенгулов, Гульгидар Скильзин, телекомпания СТВ.